ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Дорогие верующие, после этого у нас сегодня, иншаллах, будет хутба про Иса, алейхиссалату вассалам, Иса ибн Марьям, ятакалламу фил махди ва юқирру бил убудийя. Иса ибн Марьям, про него, дорогие верующие, сегодня расскажем, потому что нападки на Иса ибн Марьям являются нападки на пророка Мухаммада, саллаллаху саллям. Нападки на одного из пророков являются нападки на всех пророков и на все религии, дорогие верующие. Нельзя оскорблять, нельзя оскорблять ни одного пророка, дорогие верующие. Нельзя делать карикатуры, дорогие верующие, ни на одного пророка, дорогие верующие. Это является богохульством, это является неверием, это является вражда самому Господу миров, дорогие верующие. И Аллах в Коране говорит нам: «Ла нуфаррику байна ахади мин русули». Мы не разделяем между пророками ни одними. Все пророки являются для Аллаха одинаковы. Они являются пророки и посланники Аллаха субхану ва тааля. Иса ибн Марьям является уль азми мин русуль, самых из избранных пророков, дорогие верующие, является. Как пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи, был избранным пророком, как Муса, алейхиссалам, был избранным пророком, как Ибрахим, как Нух, алейхиссалату вассалам, были они избранными пророками, дорогие верующие. И Аллах в Коране говорит, сурат Марьяме, дорогие верующие, рассказывает Аллах рассказы, как в Коране мы сказали, что есть единобожие. В Коране Аллах рассказывает о единстве Аллаха. Также Аллах рассказывает, дорогие верующие, о рассказах, о единобожниках, о ихних последователях, также ихних противниках. Те, кто противился, те времена, у них есть до сих пор последователи. Кто противился Иса ибн Марьям, Иисусу, алейхиссалам, у них есть до сих пор, у Исы, у него есть до сих пор противники, которые его не любят. В такой стране, откуда вышли крестоносцы, которые напали на Кудс, дорогие верующие, когда-то крестоносцы. От Франции вышли. И сегодня Франция, когда открывает Олимпиаду, надсмехательством занимается, дорогие верующие, над Иса, алейхиссалам. Ругать Ису, надсмехаться над пророка Иса, алейхиссалату вассалам. Мы сказали, дорогие верующие, надсмехательство над всеми пророками. И Аллах не различает в Коране, сурат Аль-Бакаре, Аллах об этом сообщает нам. «Ла нуфаррику байна ахади мин русули», Аллах сказал, дорогие верующие. И Аллах говорит в рассказе, как мы сказали, в Коране есть рассказы о единобожниках, ихних противниках. И сегодня противники Иса ибн Марьям вышли опять во время открытия Олимпиады. И Аллах говорит о чудесах Иса ибн Марьям, Марии и ее чудесах. Аллах рассказывает сурату Марьяме, сура Али-Имрани, сурату Маиде и других суратах Аллах рассказывает, дорогие верующие. Однако постараюсь поскорее, побыстрее закончить. Факули вашраби, Аллах сказал Марьям, когда она рожала. Факули вашраби, вакурри айнан. И кушайте, Аллах сказал. То есть кушай кому? Женщина обращается. Факули вашраби. И будь, как говорится, да, радующий. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. Субханаллах, какие красивые аяты, смотрите. И Аллах говорит ей, если ты увидишь кого-то из людей, факули, ты скажи этому человеку, что я пощусь, я взяла пост для Господа. Кому? Для Рахмани, для милостивого я взяла пост. Я не могу говорить. Она молчит. То есть имеется в виду тут пост, она не говорит, молчит она. Сегодня я не буду говорить, она сказала, с человеком. Субханаллах. Когда с Исой она пришла после рождения Исы, Иса родился, когда поспевают финики, дорогие верующие. Не зимой, дорогие верующие, когда поспевают финики. Спросите в Палестине, когда поспевают финики. Тогда узнаете, когда родился Иса ибн Марьям. Спелые финики. Аллах сказал Марии потрясти дерево. Не трясти,
как здоровая женщина, а как рожающая женщина. У нее нету силы во время родов. И она просто, как говорится, да, легким шевеление дерева сделала. И выпали оттуда свежие финики. Рутаба, Аллах в Коране сказал, рутаб — это свежие мягкие финики, не сухие финики, не, как говорится, слишком свежие, еще типа зеленые. Нет, не такие, уже поспелые они. Для рожающих женщин медики доказали, что очень полезны эти финики. Именно, чтобы укрепить женщину. Дорогие верующие, Аллах сообщает нам дальше. فَأَتَتْ بِهِ, она пошла с пророком Иса после рождения. تَحْمِلُهُ, она взяла Ису с собой, алейхиссалату вассалам. قالوا يا مريم, народ сказал, израильский народ сказал: о Марьям, لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا, ложью ты пришла. Что это такое? Имеется в виду, якобы они обвиняют уже ее. И так дальше. Я ухта Харуна, ма кана абукум раим сауин, ва ма канат умуки багия. О сестра Харуна. Ученые объясняют, сестра Харуна имеется в виду, хорошо оставим, как есть тексты, 3 мнения там. Не был твой брат, имеется в виду Харун, таким образом. Ма кана абукум раим сауин. Твой отец не был плохим человеком, грязным человеком не был. Вама канат уммуки багия. Твоя мать не была прелюбодейкой. Откуда ты взяла ребенка? Смотрите, люди клеветы. Люди клеветы не выслушали человека. Вот, люди клеветы слушают одну сторону, оставляют нашу мать Марию, нашего пророка Иса, алейхиссалям. Маленький младенец Иса еще не говорил, дорогие верующие. Дальше, иншааллах. Фаашарат илейхи, она не может говорить. Почему? Потому что Аллах ей сказал: постись, постись. И скажи им: инни назарту лир-рахмани саума. Я пощусь, сказал, ради милостивого Аллаха. Скажи им. И так она постилась. Фаашарат илейхи, она указала на Иса ибн Марьям, на своего сына, чудом рожденного. Фаашарат илейхи калу кайфа нукаллиму ман кана фил махди сабия. Они сказали, израильтяне сказали, неверующие в Ису, неверующие в Евангелие, они сказали: как мы можем говорить с младенцем, будучи он в колыбели? Мы не можем говорить с ним, они сказали. Кала, и сказал Иса, алейхиссалам, будучи младенцем. И ученые говорят после этого, как Ибн Аббас, сподвижник радийаллаху анху, муфассир Корана, он говорит, после этого Иса не говорил. И он сказал 10 слов. Эти 10 слова Аллах нам упомянул в Коране, сурату Марьяме, 26 и так дальше аятов. Начиная с 30 по 33 аят, опять 33 аят. И Иса жил 33 года на земле, потом Аллах его вознес в небеса, дорогие верующие. Чудеса в Коране. И говорит Иса: «Кала инни Абдуллах, атани аль-китаба, ва джа'алани набия». Сказал он 2 пункта. Вот рассказ Иса, алейхиссалам, большой книги у нас. Хорошо? И тут и он сказал: «Инни Абдуллах», заговорил младенец, будучи колыбель. И он сказал: «Я являюсь рабом Аллаха, служителем Аллаха», сказал Иса ибн Марьям. И он сказал дальше, Иса ибн Марьям: «Атани аль-китаба». Второе он сказал: Аллах мне даровал книгу. Какую книгу? Евангелие, священную книгу. Не Библию, а Евангелию Аллах даровал ему. «Ва джа'алани набия». И третье он сказал, в одном аяте же: и Аллах сделал меня пророком. И так дальше. «Ваджа'алани мубаракан айнама кунту». Аллах сделал меня благословенным, где бы я ни был. Вот пророчество такое, дорогие верующие. И Аллах сделал меня благословенным, где бы я ни был. «Ваусани биссалати, ваззакати ма думту хайя». И Аллах сказал дальше про Иса ибн Марьям то, что он сказал, нам рассказывает пророку Мухаммаду, а пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи, нам рассказал этих аятах Корана. Что говорит Аллах дальше? В этом 31 аяте, как сделал Аллах его Иса ибн Марьям благословенным, также он сказал, что Аллах завещал мне, обязал меня, чтобы я молился намазу, ас-соля, да, намазу, чтобы молился, ваз-зака, чтобы милостыню выдавал, ма думту хайя, пока я живой. Живые только молятся, дорогие верующие, выдают закат. И так дальше, другие слова. И он сказал дальше, 6 пункт. «Вабарран бивалидати, валам ядж'альни джаббаран шакия».
32 аяте об этом сообщает. И Аллах мне приказал быть наилучшим образом со своей матерью, своими родителями, дорогие верующие. Баррам бивалидати, с моей матерью. Валам яджальни джаббаран шакия. И Аллах меня не сделал он тираном несчастным. И Иса ибн Марьям указывает, что тирания это является несчастье. Жестокость является несчастье, дорогие верующие. Это не смелость, жестокость, дорогие верующие. Дальше говорит Иса ибн Марьям: «Вассаламу алейя йома вулидту ва йома уб'ас, ва йома ямуту, валау...» Извиняюсь. «Вассаламу алейя йома вулидту ва йома амуту, ва йома уб'асу хайя». Мир тогда, когда я родился, он говорит, и тогда, когда я умру, и тогда, когда я воскрешусь, он сказал, «Ва йома уб'асу хайя», тогда, когда он воскресится. И он сказал, мир ему будет. И так дальше в аятах, «Залика Иса ибн Марьям». Это является Иса ибн Марьям, Аллах сказал. «Кауль аль-хак» – это истинное слово, он сказал, дорогие верующие. И его слово Аллах сказал пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, в своих аятах. «Алладина фихи ямтарун», те, которые сомневались, а это является истинное слово, что Иса ибн Марьям является чудом. И он, младенец, заговорил 10 словами. Тут в книге перечисляется 10 словами, дорогие верующие. И Иса ибн Марьям перечислял. Итак, дальше, дорогие верующие. «Ма кана лилляхи яттахиза мин валад». Аллах говорит, не подобает, «Ма кана лилляхи», не подобает Аллаху, чтобы он взял себе сына, как другие оклеветали, христиане оклеветали его. «Субханаху, ида када амрун, фа иннама якулу лаху». «Субханаху, ида када амрун, фа иннама якулу лаху кун фаякун». И Аллах говорит дальше, свят Аллах, чист Аллах от того, что приобщает Аллаху сотоварища. Если Аллах решает что-то, и он говорит, Аллах, кун фаякун. Кун фаякун, конец, все. Аллах, если решил. Итак, ва инна Аллаха рабби ва раббукум. Что сказал Иса ибн Марьям дальше? Поистине, он сказал, мой Господь, ваш Господь, он сказал израильскому народу. Фа'будуху. Кому поклоняйтесь? Иса ибн Марьям? Нет, поклоняйтесь Аллаху, он сказал. Хада сирату мустаким. Это прямой путь, он сказал. И также, дорогие верующие, у Иса ибн Марьям есть чудеса, му'джизат. Чудеса есть му'джизат. Аллати айяд Аллаха азза ва джалла биха Иса, алейхиссалам. Аллах подкрепил своими чудесами теперь Иса ибн Марьям. В Суратуль Маиде Аллах приводит эти чудеса. 110, 111, 112, 113 аят. Поскорее постараюсь закончить, дорогие верующие. «Идh кал Аллаху я Иса». Аллах сказал, о Иса, я Иса ибн Марьям, اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا. Аллах сказал, о сын, о Иса ибн Марьям, поминай мое благо, которое я тебе даровал, и даровал твоей матери. Я тебя подкрепил, Аллах сказал, бирух аль-Кудус, то есть откровением, с ангелом. Тукаллиму наса фил махди, и ты говорил с людьми, будучи младенцем. И также вакахля, и будучи уже, когда ты вырос, говорил с людьми. И Аллах даровал ему это откровение. وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابُ وَالْحِكْمَةُ وَالتَّوْرَاتُ وَالْإِنْجِيلُ. Аллах говорит ему, я тебе даровал чудеса, из чего? Мудрость даровал Аллах Иса ибн Марьям, Тору даровал, Инджиль, Евангелие даровал. وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي. Ты делал птицу из глины, потом надувал туда, и птица улетала, становилась живой. Би-изни, Аллах сказал, с помощью Аллаха. Только тогда, когда он возвращался к Аллаху, дорогие верующие. Сам Иса ибн Марьям не оживлял, дорогие верующие. Это неверующие говорят, что Иса ибн Марьям делал это. Нет, Аллахом помощью он это делал. Би-изни, Аллах говорит, وَإِذْ كَفَفْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ. Аллах говорит, я сделал так, чтобы тебя защитил от израильтян. Тогда, когда они хотели тебя убить. Когда ты пришло к ним знамениями, явными знамениями Евангелия. Израильский народ служил Риму. Израильский народ в то время служил Риму. А Рим заказывал убийство Иса ибн Марьям и его апостолов. Как обычно бывает, служащие, скажем, да, вассалы, они убивают на месте народ для того, чтобы служить своим главным спонсором. Если даже издалека этот спонсор, если он спонсирует этот спонсор, то местные обычно убивают
те, кто призывает к единобожию. И так говорит дальше Аллах. وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَسَ بِإِذْنِي. Ты даешь, чего ты даешь? То есть ты оживляешь, как мы сказали, из глины делаешь птицу, оно летит, также ты излечиваешь больных людей. Глухого, слепого, биидни, Аллах сказал опять же, с моей помощью. وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي. Также ты мертвого человека оживляешь, он сказал Аллах ему, моей помощью, биидни. وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ. Тогда ты, когда ты пришел знамениями к ним, я предостерег, то есть оберегал тебя от израильтян. فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ. Из них, которые проявили неверие, сказали, «Ин хада илля сихру мубин». Это явное колдовство, они говорили про Иса ибн Марьям. Говорили про Иса ибн Марьям, они, что он является колдуном. Так, как говорили про пророка Мухаммада, саллаллаху салям. То есть у неверующих один стандарт. Даже если они говорят, покажи нам чудо какое-то, как многобожники арабы сказали, покажи, если ты пророк, как луна расколется. Сделай так, чтобы, если ты пророк, луна расколется. Ваншаккаль камар, Аллах послал аят насчет этого. И перед ними раскололась луна. И они сказали, да ты колдун, нас колдуешь. То есть, когда явные знамения перед ними, их ниже просьбой, все равно они говорят, колдун, чтобы не принять истину. И так дальше, 111 аятах Аллах говорит, «Ваид аухайту иль хавариин». Я сделал откровение, то есть нушил хавариинам, приближенным людям Иса ибн Марьям. «Ан амину би ва би расули». Уверуйте мной и моим посланникам Иса ибн Марьям. «Калу аманна». Они сказали, мы уверовали. «Вашхад би анна муслимун». То есть последователи Иса ибн Марьям, апостолы сказали, в 111 аяте, сурату Маиди, сурату Маиди, сказали, мы являемся мусульманами, те, которые покорились одному Аллаху. И так дальше идет айта, дорогие верующие. Аль-Масихия, аллати джаат биа Иса алейхиссалям. То есть Масихия, религия Иса ибн Марьям, теперь скажем, дорогие верующие. Идh кал Аллаху я Иса. Однако остальные аяты вы можете продолжать, если можете взять книгу с переводом. 112-113 аятов, дальше сурту Маиди приводятся, дорогие верующие. Аль-Масихия. Масихия, некоторые говорят христианство, однако мы не говорим христианство, а скажем религия Иса ибн Марьям. Это был ислам, дорогие верующие, религия Иса ибн Марьям. Как у всех пророков был ислам. Они были покорны одному Аллаху. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ Марьям. Аллах сказал, о Иса, сын Марьям. И Аллах сказал, Иса, сын Марьям, потому что у него нету отца. И оклеветали те, которые сказали, что у Иса есть отец Юсуф Наджар, Юсуф сын плотника. Это клевета, дорогие верующие, это не является его отцом. Оклеветали. А анта культа линнаси тахидуни ва умми илахайни мин дуни ля, говорит Аллах. Разве ты сказал, о Иса, сын Марьям, возьмите меня и мою мать, два божества, помимо Аллаха? Каля, Иса говорит, субханак, ты свят, ты чист от того, что люди тебе приобщают. Как я могу сказать то, что я не заслуживаю? Не в моем праве это сказал Иса, и очистился он от этих слов. Если я сказал бы эти слова, то Аллах, ты знал бы эти слова. Он говорит, ты знаешь то, что в моей душе, а я не знаю то, что у тебя, говорит. Итак, иннака анталь алляман гуюб, поистине ты являешься, сказал Иса ибн Марьям, все знающий из сокровенного. Но Иса ибн Марьям не знает, значит он не Бог, дорогие верующие. Ма культу лахум илля ма амартани бих, ан и'буду Аллаха рабби ва раббакум. И он говорит, Иса ибн Марьям, я то, что сказал им, я сказал то, что ты мне приказал, Господь. Что приказал ему? Ани абудуллах, поклоняйтесь моему Господу и вашему Господу, я сказал. Вакунту алейхим шахида ма думту фихим. Я пока среди них был, я был свидетелем. И он говорит, фаламма таваффайтани, тогда, когда ты меня забрал, имеется в виду таваффайтани, ученые тафсиры в этом книге тоже приводятся, 3 мнения. Однако это, говорится, одна из мнений, это сон был, баракаллаху фикум. После этого Аллах его пошлет заново. Один из мнений, что он умер после того, как Аллах его забрал. После того, как ты меня забрал в небеса, и ты являлся наблюдателем
наблюдателем, контролирующий их. «Ванта аля кулли шайин шахид». Ты являешься всякой вещи свидетелем, сказал Иса ибн Марьям. В 117 аяте сурат Аль-Маида, дорогие верующие. Итак, сурат Аль-Ниса, что говорит Аллах? «Вакаулюхум инна катальна аль-Масих». Они сказали, израильтяне сказали, что они убили Иса ибн Марьям. Они сказали, это история в Коране, дорогие верующие. Мы не имеем права верить, что убили Иса ибн Марьям. Мы не имеем права, если мы поверим, мы станем неверующими, дорогие верующие, Кораном и пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи, и Иса ибн Марьям, всеми пророками. И Аллах говорит, «Фабима нақдихим митақум ва куфрим би аяти Аллахи ва катлиму аль-анбия би гайри хаккин ва каулихим кулубана гульф бал таба Аллаху алейха би куфрихим фала ю'минуна илля калила». Фабима нақдихим, то, что они нарушали митақ, договор. И Аллах описывает, что Бану Исраиль нарушали договор каждый раз. Знамениями Аллаха проявляли неверие, ва куфрим би аяти Аллах, проявляли неверие, также знамениями Аллаха, и также нарушали договор. Ва катлимуль анбия, они убивали пророков. А что говорится, надсмехаться? Конечно, будут надсмехаться на Иса ибн Марьям, если такие люди есть, которые убивают пророков. Бигойри хаккин, без права убивали они, Аллах нам сообщает. Ва каулихим кулубуна гульф, наши сердца, они говорили, жестокие, они не могут никак принять. Сами они говорят, что баль таба Аллах, Аллах говорит о них, что Аллах запечатал их сердца. Баль таба Аллаху алейха би куфрихим, ихним неверием. Фала ю'минуна илля калила, только мало людей из них верующие, говорит Аллах. وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمْ بُهْتَانًا عَظِيمًا. Также оклеветали они нашу мать Марьям, алейхиссалям. Бухтан азима, Аллах сказал, великой клеветой. Сказали, что она мать. Мать, она является то есть прелюбодейка является, сказали они, валь-иязу билля, Марьям. И сказали, Иса ибн Марьям, сын прелюбодейки. И так дальше, в 157 аяте Аллах говорит, وَقَوْلِمْ إِنَّا قَتَلْنَا مَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمْ رسول الله وما قتلوا وما صلبوا ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوا يقينا. И то, что они сказали, что они убили Масиха Иса ибн Марьям. Израильтяне сказали, что они убили Иса ибн Марьям. Однако они его не убили. Аллах говорит, وما قتلوا, не убили они его. وما صلبوا, и не распяли его. Не беспокойтесь, действительно верующие христиане, которые искренние, потом принимают они ислам. Валякин шубби алям, им показалось, что они Ису распяли, однако они не распяли Ису ибн Марьям. Ваинна алладина ихталафу фии, те, которые разногласили, что это Иса или не Иса, лафи шакким мину, сами они в чем сомнений, дорогие верующие. Малахум бихи мин ильмин илля иттибаа адh-дhanн. У них нету знаний, а знания 100% должны быть. Они следуют только сомнительному, дорогие верующие. وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا, Аллах говорит. Они его действительно 100%, дорогие верующие, не убили, говорит Аллах. بَلْ رَفَعَ اللَّهُ إِلَيْهِ. Наоборот, Аллах его вознес к себе. К себе Аллах его вознес. Аллах над троном, дорогие верующие. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. И Аллах является, дорогие верующие, могущественным и мудрым. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ, Аллах дальше в следующих аятах сурат Ан-Ниса, 159 аяте говорит, внимательно, дорогие верующие, وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. Из людей Писаний, Аллах говорит, одна из мнений и сильное мнение, большинство ученых тафсира об этом говорят, وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ, люди Писания, إِلَّا لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ, до смерти Иса ибн Марьям. Когда он придет второй раз, до смерти уверует Иса ибн Марьям, уверует с Кораном, уверует в пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи, последует за шариатом пророка Мухаммада. Кто? Те, которые следуют за Иса ибн Марьям, те, кто любит Иса ибн Марьям. Они, христиане, примут ислам, имеется в виду искренние люди. فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا, из-за зульма, из-за несправедливости иудеев, харрамна алейхим ат-таййибат, они были несправедливы сами, и Аллах им запретил дозволенное. Ухиллат лахум,
Им были они дозволены, и сами они запретили, получается, и Аллах им запретил. وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا. За то, что они преграждали путь Аллаха, искажали путь Аллаха, показывали людям, как Медина показывает ложь, якобы это неправильно. Баракаллаху фикум, дорогие верующие. Я много задержался до 162 аята. Иншаллах, вы можете также посмотреть тафсиры, кто может. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة. На следующем хутбе закончим. الحمد لله له الحمد الحسن والثناء الجميل يقول الحق وهو يهدي السبيل. Дорогие верующие, почему мы рассказываем про Иса ибн Марьям? Потому что люди посягают сегодня на честь, на религию, когда посягает на пророка, алейхиссалату вассалам, и его матери, и его жены, и его дочери, то это является неверием, богохульством, то это является вражда всем пророкам, дорогие верующие. Как Аллах в Коране сказал, «Ла нуфаррику байна ахади мин русули». Аллах не разделяет между пророками. Они все посланники Аллаха, дорогие верующие. И Аллах говорит в суре Ниса, как быть с теми, кто, когда богохульничает, ругает пророка, ругает религию, проявляет неверие и сидит с ними. Аллах об этом говорит в суре Ниса. Сура Ниса 140 аяте. И других аятах хадисов приводится. Однако сокращусь. Аллах говорит, «Фаля так'уду ма'ахум». Тогда, когда ругают они, богохульничают они, как Олимпиаде, можно сидеть там? Нет, нужно мусульманам встать и уйти. Иначе попадут мусульмане в неверие. И иначе станут неверующими, пока не раскаются они. И Аллах говорит, وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا. Нет, кто бы ты ни был, какой бы у тебя ни был пост, какой бы ты ни был спортсмен, это унижение и спортсменов, и твои посты, если ты там присутствовал. Если ты там присутствовал. И Аллах говорит в Коране, وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ. Аллах послал вам Писание. «Ан иза сами'тум аят Аллах». Если вы услышите над аятами Аллаха, надсмехаются, юкфару биха, проявляет неверие, уистазу биха, надсмехается над ними, фаля так'уду ма'ахум. Не садитесь с ними, Аллах сказал. «Хатта яхуду фи хадитин гайри». Пока халяльный разговор они не начнут. Пока халяльную тему они начнут, нельзя тебе сидеть, иначе ты станешь неверующим. Фи хадитин гайри, Аллах сказал. «Иннакум идан митhlум». Вы подобие им, которые сидите и хлопаете, будь это тираны, которые надсмехаются над пророками, алейхиссалату вассалам, или унижает слабых людей, нельзя участвовать с тиранами, дорогие верующие. Инна Аллаха джами'у аль-мунафикин. Аллах сказал, они являются мунафики, последний номер мунафики. Последний номер мунафики. Не я говорю, дорогие верующие, Аллах говорит, Аллах соберет джами'у аль-мунафикин валь-кафирин и неверующих фи джаханнама джами'а. Всех вместе Аллах соберет, Аллах сказал. Итак, пришло от Абдулла бин Мас'уда, сподвижника, радiyallahu анху. И что он вынес постановление о неверии прихожан мечети в Куфе. В Куфе это Ирак. В Ираке были люди, которые говорили, что Мусайлима Кадзаб был такой лжепророк. И они сказали в мечети, да, оказывается, Мусайлима был прав. Участник в чем? Участник Абдулла бин Мас'уд выносит решение. Мусайлима на истине в том, что он говорит, а не сказал. И промолчали остальные, которые сказали, другие молчали, сидели. Не опровергли их ни слова, не защитили, дорогие верующие, пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. И промолчали остальные, он дал фатву о неверии их всех. Абдулла бин Мас'уд. Нельзя сидеть там, где неверие, дорогие верующие. Имеется в виду, явно перед тобой делают неверие, нельзя сидеть там. Встань, уходи или опровергай. Баракаллаху фикум. Защити пророка Иса, алейхиссалату вассалам. Если мы не любим Иса ибн Марьям, мы не любим пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Знаете, дорогие верующие, если мы не любим небесные писания, слова Аллаха я имею в виду, оригинале своем, мы не любим Коран, дорогие верующие. Мы должны верить, любить, почитать, уважать, дорогие верующие. Баракаллаху фикум. Просим Аллаха субхану ва та'аля
своей милостью одарить нас, дорогие верующие, знаниями, стойкостью, смелостью, силой, чтобы Аллах поднял эту общину выше всего, дорогие верующие, чтобы община была сильна, где бы они ни были, чтобы они оберегали свою честь, свою религию, дорогие верующие. اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعلي كلمة الإسلام اللهم أعلي كلمة الإسلام في كل مكان اللهم أعلي كلمة الإسلام في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أنت أحكم الصلاة